В компании Avon очень много ароматов. Просто огромное количество. И мне хочется вас познакомить с каждым. Ну, буквально с каждым ароматом. И сегодня в этом видео я вас продолжаю знакомить с бюджетными ароматами. И представлю вам сегодня женскую линеечку. Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Алексей. На прошлой неделе я начал вас знакомить с лучшими бюджетными ароматами компании Avon. Но моя задача познакомить вас со всеми, абсолютно со всеми ароматами. И сегодня, как я уже сказал, в этом видео я продолжаю вас знакомить. И будет у нас сегодня две линеечки, тоже бюджетные в принципе. А тем, кто не видел предыдущие видео, я сделаю ссылочку в конце этого обзора. Обязательно зайдите и посмотрите. Итак, прежде чем мы начнем обзор, все-таки по традиции, всякое бывает. Если вы только пришли на мой канал и еще не подписаны, нажмите на паузу, чтобы не забыть потом подписаться. Если вы будете подписаны, то вам будут приходить уведомления о том, что выходит новое видео на моем канале. Ну что, начнем обзор. Это, друзья, у меня такой кофе. Я его буду не пить, я его сегодня буду использовать для перебития запаха. Давайте начнем. И начнем мы наш обзор с первого аромата. Это Soft Musk Silk. Еще раз прошу прощения, но не учил я английский язык, поэтому с произношением немножечко может быть у меня проблемы. Самое главное это протестировать этот аромат, протестировать и посмотреть его запах. Давайте его качнем. Так, что у нас пишут? Этот у нас аромат идет восточно-древесный ванильный аромат. Кстати, сразу, когда вот так вот шлейф классный. Очень интересный аромат. Но это тем, кто любит, в принципе, сладкие ароматы, это для вас. Но очень хорошо так ванилькой пахнет. Довольно такой приятный аромат. Мне кажется, у него будет очень интересный шлейф. Хочу отметить, что, в принципе, эти ароматы, они недорогие. Сейчас они у нас в каталоге стоят по акции 2200 тенге. Как правило, они так и стоят. 1900 где-то 2500. В принципе, это недорого. 50 миллилитровые они идут. Еще есть в этой линеечке, буквально он, не знаю, в прошлом году, наверное, выходил вот такой шоколадный, наверное, аромат. Восточно-цветочный аромат. Soft Musk Delic. Восточно-цветочный аромат. С шоколадом, наверное. Кто любит шоколад, кстати, иногда спрашивают. У нас не так много. У нас, по-моему, он единственный в компании, у которой в составе есть запах шоколада. Качнул резко. Но, знаете, нота такая, ягодка какая-то вкусненькая, такое интересное. Конечно, резко отличается от этого аромата. Знаете, я бы сказал, что не сильно уж прям он такой шоколадный. Что-то такое какао, что ли, есть. Тоже, в принципе, интересный аромат. Он мне уже больше даже нравится, чем первый ванильный. Ой, клево. Клево. Тоже сладкий, но я думаю, что они не приторные, эти ароматы. Они должны быть абсолютно такими легкими. Так, следующий аромат в этой линеечке, который мы с вами посмотрим, это Soft Musk Lilia. Так, здесь у нас идет цветочно-мускусный аромат. Надеюсь, что он хоть будет посвежее. О, вау! Ух ты, вот это клево. Слушайте, вот это клево. Так, у него идет свежая фрезия, вот, это лилия. Ой, он, знаете, гель для душа какой-то мне напоминает. Да, знаете, как будто гель для душа. Но это однозначно, это уже совсем другой аромат. Если эти первые два сладкие,
то этот такой свежий цветочный аромат. Ну, знаете, вот как у меня иногда клиенты говорят, фу, гелем для душа пахнет. Вот здесь такая история. Вот пахнет как будто гелем для душа. Поэтому, но мне лично тоже, в принципе, этот аромат как бы, ну, нравится. Не могу сказать ничего плохого. Пока идем ровно. Следующий аромат из этой линейки. Его сейчас, к сожалению, нету в каталоге. Это, по-моему, самый первый аромат Soft Mask. Вот их 4 аромата, и, по-моему, вот этого аромата уже больше нету в каталоге. Он тоже цветочный. Ой. Ой. Ой, нет. Вы знаете, он какой-то вот... Ой, нет. Не знаю, мне он не нравится. Ну, лично мое мнение, я понимаю, что у каждой вещи есть свой покупатель, да? Каждая вещь все равно рано или поздно продастся. Ну вот, ой, нет. Какая-то вот, как будто вот какой-то резиной пахнет. После дождя, я не знаю. Ну, может, я ошибаюсь, но мне этот аромат не зашел, мне этот аромат, он мне не нравится. Вот эти первые 3 аромата, которые я продегустировал, попробовал, мне они, в принципе, понравились. Но вот этот вот, наверное, больше всего. Но у меня еще есть 2 аромата, немножечко другой линейки, ну, чтобы наше видео совсем не было коротким, мы его разбавим еще одной линеечкой. Это Imory. Это линеечка Imory. Давайте посмотрим. У меня вот в наличии 2 аромата. И, знаете, по-моему, их сейчас в каталоге вот именно они, по-моему, 2 и остались. То есть вот классической Imory уже нету. Есть вот эликсир, наверное, и фэнтези. Эликсир и фэнтези. Какой посмотрим? Какой посмотрим? Хочу фэнтези. Хочу фэнтези. Давайте посмотрим фэнтези. И знаете, что еще хочу сказать? Я об этом уже давно не говорил на своем канале. У нас вот эти вот недорогие ароматы, они не идут в слюде или в фольге, кому как удобнее называть. И бывает, когда клиентам приносишь ароматы, они говорят, что, ну, мне дайте запечатанный. То есть вот данные ароматы вот этой бюджетной линейки, они не запечатываются, они так и есть. Ну, этим самым, соответственно, и идет удешевление цены, чтобы ароматы не стоили очень дорого. Поэтому имейте в виду, это нормально для этих ароматов. Тоже, в принципе, смотрите, интересный дизайн у аромата. Imory Fantasy. Так, Imory Fantasy это у нас идет восточно-древесный аромат. Ну, как я понял, я, наверное, древесные ароматы я люблю. И замолчал. Так, друзья, давайте немножечко подвинемся. Это сейчас к ним обращение. Такая легенькая, как будто кислиночка, что ли. Ну, аромат довольно, в принципе, сладкий. Но не могу понять. Вот он как будто вот какая-то кислиночка в этом аромате есть. Давайте еще один аромат теперь посмотрим. Imory эликсир. Ну, эликсир, громкое название, мне кажется, прям очень вкусный будет. Ну, понятно, да, раз у нас идет у этого коробочка темная, значит, соответственно, дизайн этого аромата тоже будет темный. Так, это у нас идет восточный аромат. Восточный аромат. Тут не слышно. Ой. Я что-то даже и не знаю, что сказать. Уже, знаете, уже вот такая голова. Я впервые растерялся, я не знаю, что сказать. Сказать, что он мне понравился? Нет. Сказать, что не понравился? Да
Уже нет. Как-то так. Вот не знаю, я вообще как-то вот... Что хочу сказать, что у этих ароматов, в принципе, у всех одинаковая цена. Как правило, как я уже говорил, 1900-2500 стоит. Друзья мои, ну, прошу прощения, я впервые не могу оценить эти два аромата. Наверное, может быть то, что... Ну, это очень много, конечно, я уже попробовал. И уже пробовал-ка не работает. Но вот этот еще более-менее, вот он вроде сладенький такой, вот, какая-то в нем кислиночка есть. Но этот вообще непонятно. Вообще ни о чем. Это, опять же говорю, это мое личное мнение. Может быть, кто-то сейчас в комментарии напишет, присоединится, скажет, что Леш, ну вот этот аромат, вот этот вот самые мои любимые ароматы. Я на это надеюсь. Дайте обратной связи, напишите, пожалуйста, в комментарии, какой аромат вам нравится, а какой аромат не нравится. Ну что, подведем итоги. Еще раз хочу попробовать. О, кстати, надо тебе также поболтать веером. Ванилька, прям очень хорошо слышно ванильку. Вот теперь он немножечко постоял. Шоколадкой прям хорошо отдает. Прям очень хорошо. Сладенькие ароматы. Мне они нравятся. Вот этот тоже мне очень понравился. Который пахнет как гель для душа. Но он мне больше понравился из всей этой линейки. Он более свеженький. Вы знаете, мне женские есть ароматы, которые сладкие нравятся. Но вот это вот, ну, что-то с чем-то. Но если, опять же, дорогие мои, если сравнивать с предыдущим видео Summer White, то здесь аромат чуть-чуть побогаче. Ну, соответственно, и цена чуть-чуть подороже. Фу, ну вот этот аромат мне абсолютно не нравится. Это Soft Mask, это, наверное, классический аромат, который самый первый, он мне вообще не нравится. Вот он, наверное, знаете, не знаю, даже не гель для душа какой-то. Не мое. Нет, нет, друзья мои, нет. Так, ну что, вернемся еще раз к этим ароматам. Я не могу понять, они то ли... Они вообще стойкие, интересно, нет? Ни о чем. Не знаю я. Не могу. Не могу оценить. Они пахнут, да, у них есть какой-то вот запах. Ну вот. Впервые, я говорю честно, я не могу. Ну что, еще раз говорю, что мне больше всего понравился вот этот аромат, хотя вот эти первые два тоже интересные. Вот этот вообще мне не понравился. Эти я оставлю под вопросом. Давайте так, давайте вы присоединитесь и тоже вступите в диалог и напишите свой отзыв. Я дам возможность вам рассказать об этих ароматах. Ну правда, что-то я растерялся. Ну что, вот такой вот у нас получился обзор. Надеюсь, он тоже будет полезен, как и предыдущие два обзора. И хочу напомнить тем, кто еще не посмотрел мои первые два обзора, где именно лучшие бюджетные ароматы. Обязательно сейчас будет появиться здесь первая и вторая ссылочка на видео, на обзоры этих ароматов. Поэтому обязательно пройдите, посмотрите и там тоже оставьте свой комментарий. Я буду очень с нетерпением ждать ваш отзыв. Ну что, дорогие мои, на этом у меня все. В следующем видео у нас будет продолжение. У нас будет продолжение бюджетных ароматов. Мы с вами посмотрим теперь уже мужские. Поэтому обязательно не пропустите, дождитесь в следующем видео. У меня на этом все. Всем пока-пока. Пока.